В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, а также реализации инвестпрограммы на 2017-2019 годы и утверждения подходов к формированию инвестиционной программы на 2020-2022 годы, были обсуждены в ходе 17-го заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 25 декабря в Москве. В заседании приняли участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзенба, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеподарев, представители администрации президента России, члены российской и абхазской частей комиссии. 20 вопросов по различным направлениям работы комиссии были рассмотрены в ходе заседания. И прежде всего обсуждены вопросы предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерацией Республике Абхазия. На данный момент в рамках соглашений российских ведомств с абхазской стороной также финансируются мероприятия по 3 направлениям – Министерства труда, МВД и Минздрава. По соглашениям 2018 года Российская Федерация выполнила все обязательства, подчеркнул заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Что касается остатков средств, то по решению комиссии при возникновении остатков они будут направлены на финансирование расходов в 2019 году на те же цели с соблюдением условий их расходования. Всего на реализацию инвестпрограммы на 2017-2019 годы предусмотрено 5 миллиардов 467 миллионов рублей. Наши стратегические задачи остаются неизменными, это укрепление сотрудничества с Абхазией, налаживание более тесных экономических и культурных связей. И это самое главное, и для этого способствует вся нормативная база, и договоры дружбы, и сотрудничество, взаимной помощи между нашими государствами. Сегодня мы в ходе заседания рассмотрим 7 вопросов, и по многим вопросам мы сейчас еще раз обсуждали их. Это прежде всего вопросы предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерации Республики Абхазия в целях ее социально-экономического развития. Я хотел бы отметить, что Российская Федерация со своей стороны все обязательства по этому соглашению 2018 года выполнила. И надеюсь, сейчас в ходе обсуждения это будет еще раз подтверждено. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба рассказал членам комиссии об итогах работы 2018 года и намеченных планах на 2019 год. Все вопросы по этим проблемам с Северным Кавказом мы за все эти годы обговаривали, серьезных споров у нас нет, идет работа. Конечно, есть отставания, есть где-то, наверное, ошибки, стараемся по ходу их исправлять. Я надеюсь, и в дальнейшем на наше благотворное сотрудничество мы начали работать и с Минстроем России, в части проектирования, экспертизы наших проектов. Я думаю, что это тоже будет способствовать улучшению нашей деятельности совместной. И самое главное, я хочу вам сказать, что я и мои коллеги, наша цель одна – это главное эффективное использование средств, которые выделяет Россия в помощь Республике Абхазия. За счет перераспределения лимитов бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи в 2018 году бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в 2019 году увеличатся на 360 миллионов рублей. В ходе заседания также были обсуждены и утверждены подходы к формированию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. До 15 февраля 2019 года абхазская сторона совместно с Минкавказом России должна разработать проект новой инвестпрограммы. Ее формирование будет нацелено на устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития республики, в том числе на развитие реального сектора экономики, привлечение частных инвестиций. Совместно с Роспотребнадзором до 15 февраля будет проработано и предложение по перечню мероприятий для обеспечения в 2019 году санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Абхазия и объемом средств финансовой помощи. Кроме того, в срок до 15 февраля комиссия должна проработать вопрос пролонгирования соглашения о софинансировании повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта
и социального обслуживания граждан. Прирост финансовой помощи для реализации указанного соглашения в 2019 году составит 110 миллионов рублей. В целях восстановления ликвидности Банка Абхазии и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии по решению комиссии из Федерального бюджета России до конца текущего года будет перечислено 500 миллионов рублей. В завершение пленарного заседания сопредседателями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерием Бганва и Виталием Мутко был подписан протокол. Итоги совместной работы, предыдущий год, 18-й год уходящий. В целом, конечно, определили подходы к нашей работе 2020-2022 год. Прежде всего, мы договорились, что это будет поддержка, направленная на инвестиционные проекты, связанные с инвестициями, в основном, скажем, в развитие экономики, усиление экономического потенциала республики, создание производств, предприятий, поддержки бизнеса, инвестиционных проектов, а также, конечно, на снятие тех ограничений, которые есть, инфраструктурных, прежде всего, связанных с системами инженерными, транспортными системами. На это будет направлена наша инвестиционная программа. Очередное 18-е заседание комиссии состоится в первом квартале 2019 года в городе Сухум. В Сухуме прошла первая пресс-конференция руководителей общественного объединения «Общее дело», на которой учредители организации подробно рассказали о целях и задачах новой организации, одна из которых – участие в выборах президента в 2019 году и выдвижение своего кандидата. Подробности в материале Налы Ковы. Недавно созданное общественное объединение «Общее дело», по словам одного из его учредителей Тенгиза Джопла, состоит из более чем 200 активистов, среди которых 5 депутатов Народного собрания Абхазии. По его словам, цель организации – объединение именно людей, а не каких-либо политических организаций и общественных движений. У организации есть конкретный план сроком на 5 лет, так называемая «дорожная карта». Она содержит ключевые меры по реформированию политической системы страны, правоохранительного блока и социально-экономической сферы. Этот план подразумевает сокращение министерств и ведомств, подразумевает объединение некоторых министерств. То есть план будет верстаться с учетом тех условий, в которые эта система должна функционировать, с учетом масштабов страны, численности населения, системы управления. Мы постараемся найти самую оптимальную модель для Абхазии, модель, при которой затраты на содержание государственного аппарата будут минимальными, а количество лиц, задействованных в управлении страны, государственных служащих, будет предельно таким оптимальным. Задачами вновь созданной организации Тенгиз Джопла также видит стабилизацию общественно-политической и экономической ситуации в стране, укрепление существующих институтов, а также реформирование политической системы Абхазии. Руководители объединения также озвучили свое мнение относительно добычи нефти в Абхазии, высказав убеждение, что уже существующие соглашения по этому вопросу не принесут никакой пользы для бюджета страны. Учредители общественного объединения «Общее дело» изъявили желание услышать мнение участников других политических партий и организаций относительно добычи нефти в республике. Также заявлено, что организация собирается выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах президента Абхазии. Хотя с выбором кандидата они еще не определились, ясно, что это будет один из членов объединения «Общее дело». Вторым этапом работы организации будет формирование команды. И последний этап – это будет выбор кандидата на должность главы государства. Однозначная позиция организации: мы идем на президентские выборы, мы активно будем работать в этом направлении. Мы намерены не просто пойти на президентские выборы, но мы намерены реформировать эту страну. И план, который мы предложим, он будет очень радикальный. В плане реформирования, в отличие от тех планов, которые предлагались ранее. Учредители организации также отметили, что количество желающих войти в объединение растет. Нала Кове, Алексей Гухава и Нала Гухава, Абхазское телевидение. В Доме детского творчества «Айнар» состоялась выставка традиционного мужского головного убора башлыка под названием «Башлык. История, традиция, современность». В рамках проекта был издан календарь «Аквафон» 2019 года, который собрал коллекцию из фотографий 12 образов, демонстрирующих виды ношения башлыка. Спонсорскую помощь в создании проекта оказала компания «Аквафон GSM». Башлык Ахтарпа – неотъемлемая часть мужского традиционного костюма, оригинальный головной убор абхазов.
Исторически существовали разные способы ношения и завязывания башлыка на голове. Он является неотъемлемой частью мужского облика, и сегодня возрождается интерес к его традиционному производству и ношению. Авторы идеи проекта «Башлык. История, традиция, современность» Батал Джапуа, Ибрагим Чкадуа и Елена Лабахуа. Один из основных элементов костюма – это башлык. Вот нам кажется, что он несет в себе очень огромную смысловую нагрузку и показывает не только национальную идентичность, но в то же время и создает такой очень характерный образ. Мы хотим показать, что эти хотя бы вещи, они исторически достоверные, они сделаны точно так же, как их делали в старину, и в то же время они очень современные. Такой проект получился, который соединил в себе разные направления искусства и в то же время дал нам возможность обратиться к нашей истории, культуре и традиции, показать ее актуальность. Перед участниками проекта стояла задача показать аутентичные башлыки, изготовленные в традиционной технике, и продемонстрировать исторически сложившиеся способы их ношения. В экспозиции выставки башлыки были продемонстрированы на работах известных абхазских скульпторов. Это образы современников и знаковых исторических личностей нашей страны. Для того, чтобы создать вот эту серию башлыков, 12 способов вязки, мы взялись делать следующим образом. Не на человеке мы вязали, а мы решили, что мы используем бюсты работ наших скульпторов, ныне живущих и уже почивших, тех, которые мы смогли достать в Национальной галерее, те, которые нам, значит, любезно предложили в художественном училище, работы студентов. То есть получилось вот 3 в одном. Значит, башлыки, искусство наше, да, и еще тема, как бы вот тематическая именно для чего и в какой обстановке, как бы в какой ситуации находится в данной ситуации данный герой. Вот наша главная была задача. Кажется, что мы ее выполнили. По своему замыслу проект раскрывает красоту и разнообразие старинного головного убора путем создания художественных образов как в экспозиционном пространстве выставки, так и в визуальном, через фотографии. Их автор Ибрагим Чкадуа отметил, что работа над изображениями заняла около 2 месяцев. Мы думали на живых людях снимать или на скульптурах, потом все-таки решили на скульптурах, а это уже сразу продиктовало, собственно говоря, и стиль, то есть театральный свет, немного театрализованный. И, конечно, Батал очень много постарался, потому что надо было вот эту архитектуру узлов повторить на такой неподвижной скульптуре, где волосы нельзя прижать. Это очень сложно было. И потом башлыки пошиты под размер стандартный, а тут приходилось чуть больше тратить материала, и поэтому... То есть это был всегда такой компромисс, и который при этом надо было сохранить, чтобы мы поэтому фотографии старинные тоже повесили, чтобы можно было сравнить. Компания Aquafon GSM по сложившейся традиции раз в год выпускает календарь, посвященный истории и культуре Абхазии. В этом году темой календаря стал башлык – элемент традиционной абхазской национальной одежды. В новом календаре изображены 12 способов ношения башлыка. Все продемонстрированные здесь виды и варианты его ношения имеют свои аналоги в архивных фотографиях. Этот проект будет жить долго, потому что он касается всех жителей Абхазии, наших традиций, нашей культуры, а также мы уверены в том, что сам проект выйдет за рамки нашей республики, он выйдет на Северный Кавказ, в страны, в содружественные, братские страны, в братские государства, потому что наши культуры пересекаются вот в нашем одеянии. Огромная благодарность Баталу, Джапуа, Лене Лабаху и Ибрагиму за их труд. Он действительно неоценим, и мы уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество тоже будет носить такой же позитивный и плодотворный характер. Организаторы надеются, что проект сможет раскрыть интересные стороны культуры абхазского народа в ее эволюционном движении, динамике и интерпретации. Сейджар Саля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Акция «Ассир Хамтес» продолжается. Благодаря сотовой компании «Аквафон» и благотворительной организации «Киарас» сотни детей из многодетных семей вот уже 3-й год подряд в канун Нового года получают долгожданные подарки. Какие, узнала Царесмар.
Любому человеку, особенно детям, иной раз хочется поверить в чудо, особенно в преддверии Нового года. Современный мир сложен, порой и жесток. И найти настоящее чудо, казалось бы, задача невыполнимая. Но кяразовцы вновь и вновь доказывают, что все возможно, пока есть добрые сердца, готовые прийти на помощь. В семье Каджая гостей ждали давно. Дети знали, что заветное желание, отправленное еще месяц назад в письме Деду Морозу, обязательно сбудется с помощью сотрудников фонда «Кяраз» и «Аквафон». Чудо, пусть и маленькое для этих детей, произошло. С нетерпением перебирая пакеты, каждый из маленьких членов семьи нашел то, что нужно именно ему. Куклы, мячи, детские планшеты, самые различные игрушки. А самое главное – теплая обувь. Это то, чем смогли порадовать детей и их родителей организаторы акции. Благотворительная организация «Кяраз» вот уже 3-й год проводит акцию под названием «Асир Хамтас». У более 500 детишек из многодетных семей появилась возможность написать Деду Морозу письмо. А сделать так, чтобы желания детей сбылись, мог каждый желающий, обратившись в офис организации. Люди, которые неравнодушны к благотворительности, к бедам других людей, оказывают помощь детям посредством того, что они отвечают на эти письма, приносят подарки. Аквафон никогда не остается в стороне и тоже участвует в этой акции. В этом году мы сделали упор, чтобы дети не просто могли играть, чтобы они могли развиваться. То есть это подарки, которые развивают моторику, это какие-то интерактивные планшеты, детские. В общем, все то, что дети могут пощупать, потрогать. Это азбуки также развивающие, которые можно повесить на стену или же которыми они могут на полу играться. Аквафон в числе первых поддержавших начинание организации «Кяраз». Компания оказала содействие в реализации акции, в результате которых десятки семей получили материальную помощь. Как и в предыдущие годы, в этом году Аквафон взял на себя ответственность осуществить мечты детей, выделив для этого 400 тысяч рублей. Новый год – это волшебное время, и мы прилагаем усилия, делаем все для того, чтобы новогодние желания детей, подопечных Кяраза, исполнялись. На данный момент уже куплено 40 электрических обогревателей и всевозможные различные развивающие игрушки для детей. Принимайте подарки от Деда Мороза. Кто просил? Ты просила? Наступающим. В семье Виктории Джелагония 3 детей. Никто из них пока не ходит в школу. Несмотря на скромные возможности семьи, в доме уже стоит наряженная елка. Виктория поблагодарила всех за оказанную помощь и за то, что мечты ее маленьких деток в этот день сбылись благодаря Кяразу и Аквафону. Я вам очень благодарна. Спасибо большое. Дети очень рады, ждали вас. Стишки выучила даже. Дети семьи Зухпа попросили у Деда Мороза большую елку с новогодними игрушками. Помимо этого, у девочек теперь есть теплая обувь и множество других подарков. Ты же обувь просила. Держи. Вот тебе еще такой рюкзачок красивенький здесь. Мне понравилось, что мне сделали. Я написала туфли и спортивной формы. В Новый год, как известно, сбываются мечты, даже самые смелые. Благодаря благотворительной организации «Кяраз» и сотовой компании «Аквафон» сотни детишек в Новом году стали чуточку счастливее. Сария Смыр, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Пресс-служба Черноморэнерго сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий повреждена высоковольтная линия 110 киловольт «Холодная речка». Подача электроэнергии прекращена на подстанции Цандрипштяга и Гечрепш. На месте аварии в районе высокогорного села Чимарда-Гагарского района из-за снегопада приостановлены восстановительные работы до 5 часов утра. В результате аварии были повреждены 6 пролетов высоковольтных линий 110 киловольт «Холодная речка». О замене подлежат высоковольтные провода и траверсы. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в возвышенностях к вечеру возможен снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 2,7 градусов.
Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Машина, сгорели. Сгорели, да.